За первый квартал 2020 года возвращено 4, я сначала расскажу про 44 закон, потому что у нас больше заказчиков здесь. Управлением возвращено 4 жалобы, отозвано у нас 2 жалобы, рассмотрено по существу 4 жалобы и выдано 1 предписание. Как всегда, у нас нарушения по итогам рассмотрения по существу и проведения планов проверок к нарушению, к содержанию закупочной документации и порядку предоставления разъяснений. Типовыми нарушениями со стороны заказчиков, нарушение в части размещения информации в единой информационной системе, это у нас получается извещение, не все поля, которые там указаны, заполняются, или получается у нас нарушается план-график, соответственно, и нарушается извещение. Чтобы вы понимали, это 15 тысяч рублей штраф, поэтому вот, хотелось бы, чтобы вы повнимательнее относились, когда вы заполняете извещение. Вам сначала необходимо заполнить план-график, чтобы вся эта информация перетекалась при размещении извещения в извещение. Так заказчикам нарушают сроки размещения извещения, проведения закупок конкурентным способом определения поставщика, так и в некоторых случаях при заключении контракта с поставщиком на основании 93 статьи. 93 статья предусматривает, если вы заключаете контракт с субъектом естественной монополии или с другими субъектами, которые предусмотрены 93 статьи, вам необходимо разместить извещение за 5 дней до заключения этого договора. Получается, если вы нарушаете эти 5 дней, то штраф 15 тысяч. Поэтому тут тоже необходимо быть внимательными и не нарушать сроки. У нас, смотрите, как получается, с 1 января 2020 года вам необходимо обязательном порядке оказания услуг по электроэнергии, по водоснабжению, потому что это так необходимые для обеспечения деятельности договора, свет необходим, там вода, газоснабжение. Поэтому вы, примерно, заключаете 25 декабря или там 23 декабря за 5 дней до заключения этого контракта. Поэтому надо быть необходимым, внимательным, потому что у нас всегда поступают такие нарушения, и мы, когда проводим неплановый план проверки, мы выявляем такие нарушения. Нарушение порядка выбора способа определения поставщика тоже очень важно, необходимо тоже быть внимательными. У нас есть постановление правительства, где надо проводить аукционы и конкурсы. Строительство, это, как вы все знаете, это во всех случаях у нас аукционы, и там тоже указан перечень таких закупок, где можно проводить аукционы, где необходимо проводить аукционы в обязательном порядке, и где можно проводить конкурсы. Также наиболее часто допускаемые нарушения заказчиками — это 93 статья при заключении контракта. Нарушения могут выразиться в неправильном применении статьи 93 о контрактной системе, то есть заказчик неправильно истолковал положение конкретной части статьи 93 о контрактной системе и заключил контракт с поставщиком, в то время как следовало осуществить закупку конкурентным способом. Чтобы не допускать подобные нарушения, необходимо изучить правоприменительную практику в части применения положения 93. У нас тоже очень много таких договоров, которые заключаются по 93 статье. 93 статья, там предусмотрено, ну, вы, наверное, все в курсе, в 2009 году внесены изменения, и планку подняли до 300 тысяч. Раньше было 100 тысяч, сейчас можно заключать до 300 тысяч, но при этом установлено ограничение 2 миллиона или 5% от суммы вашей от суммы лимита, которая вам предоставлена для закупочной деятельности. И вот смотрите, когда вы считаете, ну, наверное, таких нарушений очень мало, но допускаются, оттуда убирать зарплаты, налоги, остается только сумма закупочной деятельности. И из этого надо считать вот эти 2 миллиона или 5%. У нас обычно вот, в прошлом году были сколько? 6 таких договоров со стороны ГБУ, это у нас больница заключала, и по 30 тысяч мы должностное лицо за каждый контракт штрафовали.
Также нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчика допускается при превышении лимита. Это то, что я вам сказал. Нарушение порядка отбора участников закупок. Тоже серьезное нарушение. Это когда участники вам подают заявки, обязательно необходимо руководствоваться инструкцией, которую вы разработали для отклонения или допуска вот этих заявок. И обязательно руководствоваться аукционной документацией. Потому что в законе прописано, что участник заказчиком отклоняется в соответствии с требованиями аукционной документации. У нас, как получается, инструкция очень запутанная. Если честно, когда приходит жалоба, сам заказчик, представитель заказчика, который приходит сюда, когда мы зачитываем ему вот эту инструкцию, он сам не может объяснить, где, что, как у него, где более-менее, где там плюс-минус, что это означает, почему он отклонил. Поэтому будьте внимательны. И вот такой совет вам. Если инструкцию вы делаете более понятной, то и допуск отклонения будет более понятным, если честно. Потому что и нарушение будет там, наказание же очень большое, смотрите, 30 тысяч на каждого члена комиссии и от 1% от начальной максимальной цены, но не более 30 тысяч. В основном всегда суммы там превышают вот 1%, более там 30 тысяч, и мы штрафуем по 30 тысяч. На каждого члена. Если 5 членов комиссии, это 150 тысяч. Смотрите, как интересно еще получается. Иногда закупка у вас проводится аукцион там, на 150 тысяч, начальная максимальная цена. А штраф, который вы получили за эту закупку, 150 тысяч за это, плюс за нарушение документации 3 тысяч. Если там будет еще какие-то нарушения, тоже там от 30 до 50 тысяч. Получается, вы штраф больше получаете, чем ваш начальная максимальная цена вашего аукциона. Нарушение части установления требований документации закупки, влекущих ограничение количества участников. Тоже очень интересный момент, очень много нарушений со стороны заказчиков. Это где не надо лицензии, участник ограничивается, ставит лицензию, что там, вторая часть заявки должна содержать там, лицензию на такую-то деятельность. На самом деле, когда мы смотрим, закон не предусматривает во вторых частях предоставление участникам таких лицензий. Это ограничение, и тут тоже от 1% начальной максимальной цены до 50 тысяч. Тоже очень серьезное нарушение. И в основном мы штрафуем 50 тысяч за ограничение количества участников, и таких нарушений тоже достаточно. Нарушение порядка заключения контракта и неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий. Тоже достаточно нарушений допускается, достаточно много нарушений допускается со стороны заказчика. Это когда вы заключаете, разместили проект контракта, документации, и когда уже объявлен победитель, вы что делаете? Вы меняете проект контракта и направляете участнику. Этого делать нельзя, потому что проект контракта должен сохраняться в первоначальном виде, на котором у вас висел на сайте закупки Go.ru. И нельзя менять условия контракта и типовой контракт, который вы разместили, именно с указанием ваших реквизитов, направляется победителю. Потом, если у него есть какие-то разногласия с вами, он направляет вам протокол разногласий, и вы можете на основании вот этого какие-то вносить изменения, но условия менять нельзя. Вот отдельно внимание стоит уделить инструкции по заполнению, о которой я говорил. Также часто при проведении совместных закупок также вот выявляется нарушение, когда мы проводим проверки с органом прокуратуры. Выявляются случаи объявленных условий контракта, поэтому важно отметить, что контракт заключается исключительно не ранее объявленных в закупочной документации условий проведения. Тоже смотрите, когда проводится конкурс, уже это было раньше, но сейчас у нас конкурс в электронном виде. Вот все закупки у нас перешли, получается, на электронный вид и заключаются только через площадки. А раньше, когда у нас проводился конкурс, все контракты заключались на бумажном носителе. Что делал заказчик? Объявлялся победитель, отбирался, протокол разместили и сразу заключали контракт. Поступала жалоба, они нам принесли контракт, говорили, вот мы заключили контракт, нечего делать, но предписание мы не можем выдать уже.
И мы часто обращались в суд и также рекомендовали участникам, заявителям обращаться в суд. Но не знаю, практика такого есть у нас, нет, но самое интересное, что наш заявитель, после того, как мы выносим решение, что есть нарушение в действиях заказчика, не идет в суд. Но в антимонопольном органе обжаловал закупку. РМП тоже большая проблема. Заказчики не направляют. У заказчика есть на самом деле огромные полномочия в случае неисполнения контракта. Но у нас всегда поступают жалобы, что тот или иной участник, победитель закупки, с которым заключен контракт, не исполнил контракт, что нам делать? Проект контракта предусмотрен пени, одностороннее расторжение, РМБ. Но наши заказчики в основном, не знаю, практика такая, что после того, как не исполнен контракт, просто сидят и ждут, пока исполнят. Это неправильно, вы обязательно должны в соответствии с вашим условием контракта расторгнуть. Но сначала направляете, в течение 10 дней направляете подрядчику или там, исполнителю этого контракта, направляете уведомление, что в течение 10 дней, если не будет исполнен такой-то контракт, контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке. Вот смотрите, какие нарушения допускаются со стороны заказчика. В законе прописано, что вы уведомляете, именно вот эти уведомления направляете по почте и иным средствам связи. Это электронная почта, Telegram, не знаю, там еще какие-то все вот, да, или там, не знаю, даже хотя бы смс-кой, надо, вот вы направили почту, и обязательно надо направить еще одним средством связи, обязательно надо направить вот это уведомление. Потому что если вы не направляете, мы говорим, что вы нарушили порядок расторжения и отказываем вам в включении вот этого участия. Вы остаетесь и без контракта, и не с неисполненным контрактом. И данный участник также не попадает в РМП. Это из-за действий, получается, неправильных действий заказчика. Если у вас вопросы есть по контрактной системе. Письмо с обратным выделением должно быть. Письмо, которое направляем по почте, выделение должно быть с обратным выделением по почте. Да, обязательно. А если он, допустим, не выделен, мы направили, но он не ознакомился с письмом? Смотрите, если такой случай, если у вас действительно если адреса нет у вас, или вы не уверены, что дойдет, вы одностороннее расторжение размещаете на сайте, ждете 30 дней, и это считается надлежащим уведомлением. После этого вы можете просто расторгнуть. Но ваш контракт считается расторгнутым, и вы можете нам направить в течение 3 рабочих дней после расторжения. Еще, если вопросы есть, просто я про изменения вам расскажу, если вопросов нет, про 44. Смотрите, 66 статья, раньше у нас как было. Если мы проводим работу с использованием товара, мы указываем эти товары, и в случае, если у нас участник параметры вот этих товаров показывает не конкретно, мы его отклоняем. Сейчас у нас 66-ю статью внесли изменения, и у нас как? С использованием товара, если у нас идут вот эти работы, мы все допускаем. Заказчик что делает? Например, возьмем ситуацию не знаю, с капремонт или ремонт дороги. Там необходим только асфальт. У нас получается, мы используем товар, но этот товар у нас не принимается на баланс. Он не поставляет товар. Это с использованием товара. В этом случае мы можем указать асфальтобетонные такие-то смеси, ГОСТ такой-то, он должен соответствовать такой. Участник заходит, ставит галочку, говорит, я согласен поставить вам такой-то товар и провести такие-то работы. Вы его должны допустить. Но если у вас есть поставка товара в этой закупке, вы именно вот этот товар, который необходимо поставить, вы там можете указать конкретные характеристики. Если вам участник не предоставит, просто можете отклонить за неконкретные характеристики. Но только за товар, который вам необходимо поставить и поставить на баланс. Если этот товар у вас будет
ваша бухгалтерия должна поставить на баланс, в этом случае вы можете конкретно характеристику указать, за это отклонять. Но если используем товар, вы не можете отклонять. Галочку достаточно согласен. Так что вот смотрите, то, что я говорил, это у нас получается незаконное отклонение или допуск заявок. То, что я говорил, 30 тысяч за незаконный допуск или отклонение. Если вы допустите с товаром, который вы принимаете на баланс, с неконкретными характеристиками, то будет необоснованный допуск. Если вы не допустите с использованием товара, если это асфальт, но достаточно согласия, там мы признаем, что вы необоснованно отклонили. Поэтому будьте внимательны очень. Это очень существенное изменение, вернее, в 44-й закон. Именно статья 66, где предусмотрен необоснованный допуск или отклонение от заявок. Я думаю, что мы перейдем к антимонопольному контролю. Я начну тоже с жалоб, которые у нас рассматривались по 18 дней по Земельному кодексу. За первый квартал управлением Федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия поступила жалоба, которую мы рассматриваем в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона о защите конкуренции. Это все обязательные торги, которые необходимо проводить органам власти, органам местного управления, кроме 44-го. Мы рассматриваем по 18.1. Вы можете, у нас участник может обжаловать все торги, которые в соответствии с законом, где закон установил, что обязательно необходимо проводить эти торги, то все эти закупки, все эти торги возможно обжаловать по 18.1 Федерального закона о защите конкуренции. Поступило 4 жалобы на действия организатора торгов, именно это у нас по Земельному кодексу. При этом 3 жалобы были отозваны, и 1 жалоба была перенаправлена по подведомству в другое территориальное управление ФАС. Получается, вот эта жалоба, которая поступила, это, по-моему, по Краснодарскому, кто-то обжаловал у нас закупку, которую проводил организатор торгов, который находится в Краснодарском крае, и мы по подведомству направили. Тоже вот расскажу вам про нарушения, которые часто допускаются именно у нас касательно торгов, которые проводит орган местного управления. Но также Минимущество, это передача имущества и распределение земельных участков. Не устанавливаются максимальные, минимальные параметры, которые, если, например, там должно быть построено какое-то здание или помещение, то организатор торговли устанавливает максимальный, минимальный параметр вот этого здания, которое там будет построено. Например, там 3 этажа, не более там 3 этажей, или там 10 этажей, но не выше, там, высота, ширина, все эти максимальные, минимальные параметры вот этого здания, которое там возможно построить. Для чего это делается? Вот, там необходимо также указать категории земель. Предпринимательство, многоквартирные дома. Это делается для того, чтобы участник, когда заходил на эти торги, понимал, на что он идет. Это получается, например, предпринимательство. Что там можно построить? Обязательно организатор торгов указывает. Это под магазин или там торговый центр. Чтобы предприниматель, когда заходил на эти торги, понимал, на какой риск он идет. Надо ему построить, нужен ему торговый центр или вот этот магазин, или не нужен. Если он посмотрит, и там вот эти параметры не будет, он зайдет и там будет строить, там, не знаю, не торговый центр, а какой-то там многоэтажный дом. Это запрещается законом, поэтому мы такие торги признаем нарушением, вносим изменения в документацию и даем предписание, чтобы организатор торгов обязательно указывал такие параметры разрешенного строительства. Статья 10. Это злоупотребление Федерального закона о защите конкуренции, злоупотребление доминирующим положением со стороны организаций, которые у нас занимают большой объем доли рынка. Вы как понимаете, вот у нас есть региональный оператор ООО «Экосистема». Мы вот провели анализ и согласно данным анализа у нас есть один только оператор, который в других регионах, такие большие регионы, там такие региональные операторы отобраны по зонам, районам, по зонам, как-то разбили, чтобы вся нагрузка не шла на одного регионального оператора, потому что там объем работы очень большой,
и чтобы не было там мусорного коллапса или чтобы если он не справится. У нас экосистема, и к нам поступила жалоба от ООО, что завышен тариф, и они, когда принимают на полигон мусор, что раньше они там принимали по 70 рублей образно, сейчас они завысили тариф и принимают только по 200 рублей. Мы рассмотрели дело и признали, что экосистема действительно нарушает федеральный закон защиты конкуренции в части того, что они не могли устанавливать такой тариф. И есть постановление правительства 1133, где им четко установлено правило, как устанавливать цену на транспортировку. Они этим не воспользовались, заключили прямой договор, не провели торги, и, соответственно, цена, которая была установлена, они от себя установили, и мы выдали предписание о экосистеме провести торги и отобрать организацию, которая будет транспортировать мусор на полигон. Наше предписание, мы до 25-го необходимо было исполнить, наше предписание срок не исполнили, мы возбудили административное производство в отношении экосистемы, наложен штраф в размере 300 тысяч рублей на ООО, на юридическое лицо, и 16 тысяч на должностное лицо. Это потом у нас федеральный закон о рекламе. Тоже это было у нас дело. Не знаю, кто живет в Сунже, там, наверное, вы видели, что там лечение пчелами, по-моему, позвоночника. И у нас, получается, вот этот ИП предприниматель разместил рекламу и указал, что он проводит лечение там, с использованием пчел, и не указал, что там имеется противопоказание. Внизу обязательно на рекламе не менее 5% от общей площади должно указываться, что в случае, если это медицинские услуги, то там указывается, что вам необходимо проконсультировать врача, так как там могут быть какие-то противопоказания. Вот этого не было, мы возбудили дело, выдали предписание. Получается, мы возбудили административное производство, но выдали предупреждение, так как данное нарушение было первое, допущено со стороны данного индивидуального предпринимателя. Он исполнил наше предписание и указал, что имеется противопоказание. Также на телевидении у него эта реклама тоже крутилась, там тоже внес изменения в ролик и указал, что необходимо проконсультироваться у врача, что могут быть противопоказания. Есть также дела по СМС рассылке. Самое интересное, вот даже мне приходят эти СМС-рассылки, но от жителей Ингушетии ни одного заявления, что у них не было согласия. И все у нас вот эти заявления идут с Москвы, с России. И действительно, мы вот штрафуем вот эти организации, там 300 тысяч, 100 тысяч, всегда подтверждающие, что не было со стороны вот этого абонента, он не давал согласия на прием вот этих рекламных смс. И наши жители как-то, не знаю, очень много приходит этих смс, но ни одного заявления. МЧС который серьезно. Нет, МЧС тоже там, вот именно самое интересное, именно на рекламные вот эти смс-ки нам никто заявление не подавал. На МЧС почему-то кто-то решил подать заявление, что нам все это надоело, примите меры. Мы посмотрели там в соответствии с законом именно вот этот смс, который нам направляет МЧС, там это информационный только. Они обязаны нас информировать в соответствии с законом, что какие-то там, что будет там, не знаю, усиление ветра, или там какие-то там гололед, или туман. Поэтому МЧС только заботится о нас, и я думаю, тут как-то будет слишком, если у вас будет дело в отношении МЧС. Административное производство. Тоже, вот, если честно, в прошлом году мы наложили штрафов на 13 миллионов, более 13 миллионов. Оплачено 8 с лишним миллионов. Привлечено к административной должностные и юридическим лицам у нас вот 505 административных производств за год.
если честно, очень много, и статистика именно по административному производству у нас увеличивается. Когда у нас жалобы по заказчикам или там антимонопольное дело сокращается, но административное производство у нас увеличивается. И сумма штрафа у нас всегда увеличивается. Но я вам скажу, что по оплате в прошлом году хуже, чем в 2018. Никто оплачивать не хочет, но нарушает. 18 вложил, наверное, 19. Вот за эти неполные 3 месяца мы возбудили 70 административных производств, вынесли 70 постановлений назначения административных наказаний, и общая сумма наложенного штрафа более 1,5 миллиона. Это получается за 2. Это на этот год, да? Поэтому основные нарушения, как я сказал, это по госзаказу больше всего нарушений. По госзаказу там очень много нарушений. 4, 2, 7, 30, ну там 3000 штраф за документацию, плюс 4, 2, 7, 50 тысяч, 30 тысяч. Огромные штрафы. По 14,9 это за нарушение федерального закона о защите конкуренции. Это для органов власти. Это я и правительству рассказывал, что если часть первая в течение года еще раз нарушают повторное нарушение, часть вторая дисквалификация должностных лиц от 6 до 3 лет. Поэтому тоже очень серьезное административное нарушение по 14.9 КоАПР. Потом у нас тоже расскажу по 9.21. Это у нас мы привлекаем по 9.21 сетевые организации МРСК, газораспределение. Когда вы подаете, например, заявку на технологическое присоединение, в соответствии с законом установлены сроки. В эти сроки они должны рассмотреть и вам или отказать, или выдать вот это технологическое присоединение. К нам поступило 3 заявления о том, что именно нарушены сроки. МРСК мы привлекли, уже получается наложили штраф 600 тысяч. По части первой в течение года, если мы еще раз привлекаем, у нас получается еще раз 600 тысяч. И в прошлом году у нас таких административ было, по-моему, 4, в этом году уже одна административка на 600 тысяч у нас есть. Именно вот эти нарушения, которые по технологическому присоединению, там штрафы огромные, и в отношении вот этих сетевых организаций, я думаю, у всех вот эти нарушения есть, потому что если вы подаете заявку, как получается, как частное лицо, вы хотите подключить свой дом или там, не знаю, свой магазин, обычно всегда вот эти сетевики в срок не отвечают. И если будут аналогичные нарушения, также вы как физические лица там, или там, как должностные лица можете к нам обратиться. И у нас одно административное производство за непредоставление информации, тоже в отношении экосистемы, наложен штраф в размере 50 тысяч, в отношении должностного лица у нас наложен штраф 16 тысяч. Вот это вся работа, которая проведена нашим управлением за фактом. Если у вас есть вопросы, мы вам можем ответить, или там разъяснения, если вам нужны. У нас еще анкеты, где вы можете нам оставить вопросы, которые потом мы ответим на все эти вопросы и разъясним на сайте. Вот вы сказали, членам комиссии до 50 штрафов. До 30. До 30. Вот пример, где иногда человек оказывается не по своей воле в этой комиссии. А едем в АИС. Так, примерно зарплата его здесь 12 тысяч. Так, как он должен платить этот штраф? Смотрите, у нас, если обязательно в соответствии с законом, необходимо, чтобы в комиссия состояла из 5 членов. Но кворум мог присутствовать 3. Вы можете что сделать? Выбрать специалистов, которые действительно разбираются в 44-м, пускай они заходят. Получается, у нас 3 члена комиссии, не 5 членов. Обычно у нас сейчас как происходит? Заходят все 5 членов, расписываются, и в случае нарушения, если необоснованный допуск или там необоснованное отклонение, там по 30 тысяч на каждого члена 150 тысяч. Ну, если кто-то из членов не допустил, все допустили, кто-то не допустил. Да, штрафуется только 2, которые допустили.
Поэтому, если у вас есть специалисты, которые прошли обучение по 44-му и которые являются специалистами, пускай они тогда рассматривают заявки в целях недопущения нарушений. Вот у меня вопрос в другом. Вот как он должен заплатить этот штраф? Вот, допустим, у него денег нет, зарплаты не хватает. Там что есть у вас? Кредит есть. Кредит должен взять. Нет, смотрите, если действительно 30 тысяч наложен штраф, и у вас такой возможности нету, то если есть зарплата, мы направляем судебным приставам, там ставится там определенная сумма, там, в процентном отношении, и вот это, пока вы не погасите, с вашей зарплаты или с пенсии снимается. Там 1000 рублей, там 2000 рублей. 6200, а вам сколько каждый месяц? У меня зарплата 20 20 рублей. процентов могут наложить. Да. Но как же вы можете, если у вас действительно финансовое положение, если вы нам покажете, мы вам можем дать рассрочку там до 3 месяцев. Примерно СРОчка, они до 20%, да, вот сегодня могут 50. Конечно. Ну, это зависимо от зависимости От общего дохода семьи. да, от общего дохода семьи, сколько у вас на иждивение, сколько детей там, какой доход там действительно у семьи, если доход небольшой, то судебные приставы не могут 50% ставить. Потому что, я думаю, обеспечение семьи важнее, чем оплата вот этого. Це разниця. Да, пенсію до що пенсію до так сразу. Нет, смотрите, судебные приставы являются должностными лицами, например, федеральным органом. Любые действия не по регламенту вы можете обжаловать. Поэтому там и то же самое, как у нас, если честно, стараемся всегда соблюдать регламент. Если мы не соблюдаем, вы можете даже к нашему руководителю написать там жалобу, что такой-такой специалист там допустил вот такие нарушения, просим вас его проверить. Поэтому там, чтобы судебный пристав обязательно должен изучить общий доход. Я-то понимаю, в случае даже с инвалидов снимают. Да, все инвалиды снимают. Это работа нашего судебного пристава. Просто мы Дополнительные выплаты полезны комиссии, член комиссии. Полезно, но Нет, смотрите, по закону, если контракт управляющий, там предусмотрено, по-моему, контракт да, доплата. Но членам комиссии там не предусмотрено. Контракт, наверное, Есть? Но, по-моему, есть. возлагают распоряжением никакие. Ну, они же могут вам дополнительно. Конечно, есть На статья. усмотрение. На усмотрение руководителя. А кому не платят? Никому не платят, да? Контракт управляющий не платит? Отдельно не доплачиваю. Отдельно, да? Контракте не встречал вообще. Вот, отдельно. Нет, ну там единица может быть отдельно, я имею в виду вот час, который... Ну вот тут у нас есть специалисты, которые являются и контрактным управляющим, и они там ведут общую работу организации. Получается, им возложили обязанность как контрактного управляющего, но не доплачивают. Но тогда надо хотя бы, не знаю, если у вас там 10 закупок вы за квартал провели, написать служебную записку и показать, вот у меня нарушений не было, я провел 10 закупок, там, дайте мне премию, Если материал. без нарушений. Опять же, там, в лимитах фонда оплаты труда. В любом случае, есть в годе там. Ну, тем более мы Ну, просто смотрите, мой совет, если контрактный управляющий или там руководитель, не знаю, если у нас здесь даже довести до своих руководителей, что изучить вот этот 44-й со всеми изменениями, или консультанте, или гарантии. Там очень много таких и в проекте контракта, и в 66-й очень много таких существенных изменений, где вы можете получить большие штрафы. Поэтому такой совет, что сначала до размещения ваших закупок в этом году сначала изучите законодательство, все изменения, после этого только вот, принимайте решение о размещении. Просто даже если у вас, если план графики не предусмотрели 99-е постановление, но при этом вы поставили 99-е постановление по дополнительной опыту работы извещение, это уже 15 тысяч за то, что вы нарушили план графики. Там, смотрите, за одну закупку можно набрать до 100 тысяч. Да. Плюс у нас всегда вот эти контрактные управляющие забывают размещать исполнение контракта. 20 тысяч. Сейчас, по-моему, исполнение у нас убрали.
оставили Отчет. заключение, да, отчеты сейчас у нас. Обязательно эти отчеты. Отчеты СМП 50 тысяч. Это до 1 апреля все должны разместить отчет СМП. Сколько у вас закупок было в 2019 году, которые размещены для СМП, для субъектов среднего и малого предпринимательства. Смотрите, еще очень важный момент. Если вы напишете, что у нас было там 15 закупок, вот эти закупки вам надо номера указать. Если мы зайдем, посмотрим, что в этой закупке нету извещения, что для СМП, то мы не будем признавать, что вы 15% или там 20% размещали для СМП. Признаем, что действительно у вас нарушение, и вы не добрали проценты, которые необходимы 44 для СМП. Обязательно, когда вы размещаете извещение для СМП, внизу есть галочку, поставьте, что это закупка для СМП. Поэтому там тоже огромный штрафы. И очень серьезное нарушение считается, что вы упустили вот этот момент и не добрали вот эти процентные по СМП на год. Потому что у нас сейчас идет полная поддержка для субъектов среднего и малого предпринимательства, а вы, получается, как заказчики, ограничили субъекты среднего и малого предпринимательства, для них не разместили. Почему? Потому что, когда вы размещаете СМП, другие не могут заходить, большие организации. Только СМП. А если не состоялась закупка, это считается как лимит? Входит, да, 20%? Если вы заключили, да. Если как? Если вы заключили, да. Если контракт не заключен, но закупка не состоялась. Там То есть вы не успели в течение года, с решением плана закупка отменить. Если разместили, а не состоялось. Только по заключению. Там отдельной строкой в отчете уже стоит галочка «Не состоявшийся по СМП». Просто там указывается. Регламентный процесс. Сейчас у нас полномочия перераспределили по неразграниченным делам. Еще письмо написал. И по 38-му закону полномочия по регламенту не перешли. Это наши полномочия именно муниципального уровня. А по землям не перешли. Земли, по факту, на которых стоит рекламная конструкция, они не разграничены. И сейчас какой орган будет заключать договора и разрешение выдавать? Смотрите, просто мы изучаем этот вопрос, потому что там такой получился разграничение полномочий и не определили, почему здесь вот эти полномочия, здесь эти полномочия. Земли передали, но при этом непонятно, как орган местного управления, если поступает заявление на рекламную конструкцию, как он должен действовать. Но, наверное, написать. Перенаправить, да. Нет, да, написать вот письмо Минимущества, чтобы вы, как орган местного управления, который тоже так же может зарабатывать на этом цели поступления каких-то, у вас сначала должен быть вот этот. Схема размещения. Мы утвердили, она есть, да? Да. Вот эту схему размещения направляете в Минимущество и согласовывать с ними, что вот эти участки будут под рекламной конструкцией, пускай они размещают аукционы. Для МАГАСа они, по-моему, так делали. Они это делают как земельные участки. Они заключают договор аренды земельного участка под рекламную конструкцию. А там не требуется договор аренды, там нужен договор на право установки. И даже по земельному кодексу, по-моему... Да, они же разграничены. Как? Если на право установки, то разграничены же, да, у вас эти участки? Не разграничены. Мы не успели, чтобы мы не знали, что они там полномочия. Вы же сначала торги должны провести на эти участки. Торги должны провести на право заключения договора установки, но не договор аренды земельного участка. И там даже кадастровый учет этого участка не требуется, когда мы предоставляем его. По 48 статье Земельного кодекса, они как стационарные объекты предоставления земельного участка, предоставление места без предоставления земельного участка. Без выделения земельного участка. Там участки не выделяются, но место предоставляется, как на этом времени конструкция считается. Тогда с ними согласуйте, и они пускай проведут торги на установку. Да, они не в курсе, они обычно земельный участок не знают, что делать, реклама начала ходить. Вашу схему очарится и напишите им, чтобы они провели торги именно по этой схеме на установку рекламной конструкции. Если схема есть, то можно считать, что это наши земли. Нет, закон это не определен конкретный случай, если торги провести, мы торги проводим же не по земельному кодексу, а там только полномочия по земельному передали. Мы проводим по 38-й закон проводим торги, и по земельному кодексу. И это совсем разные вещи. Там даже порядок торгов другой, чем по земельному. А в законе, который принят, там вообще не предусмотрено? Вообще там слово не говорится о рекламе. Мы отметим, может, если получится,
как-то или предупреждением, или как-то письмом. Наше обращение у вас уже есть, по-моему, Да. написали письмо. Мы это просто... Интересный момент был, что как-то с вас лист, просто забрать все эти земли, если закон не забрали, не знаю, но как Минимущество все это будет там оформлять, все это там распределять. То, что они с Магасом делали, то, что они торги провели, тоже неправильно. Это физически они не как бы нарушение. Они провели торги по заключению договора аренды под рекламную конструкцию. А для выдачи разрешения тебе нужно провести аукцион для заключения договора эксплуатации рекламной конструкции. Разграничение и вот эти участки под аренду выдавать не надо, что ли? Не надо, там очень аренда, вспомни, там только на 5 лет, на 10 лет ты выдаешь на установку рекламной конструкции. Они считаются как временным сооружением. Для них, для установки рекламной конструкции, там земельный участок выдать не обязательно его. Получается, если им не интересно, они через 5 лет уходят, да? Да. Даже если это место, допустим, для... А перезаключение как тогда? Тоже обратно торги надо проводить. А вот если у меня стоит рекламная конструкция, я должен снести его, если Да. другой выиграет. Да. Но на самом деле, по факту, если мы предоставляем места, муниципалитет сам должен рекламную конструкцию установить, и места мы должны выделять. Но так как у нас такая практика сложилась, то сам предприниматель, он сам ставит рекламную конструкцию и как бы вместо нас он эту работу делает. А все Саму конструкцию можно в аренду сдавать. Ну я понимаю, но смотрите, если я выиграл там, 5 лет у меня конструкции стояли, и завтра выиграл другой, через 5 лет вы заключаете, тогда я должен снести все эти конструкции, это же как-то Что по закону? экономически необоснованно для меня. Может, это неправильно, может, и закон провел, но должен сам. Старшая реклама, там договор даже указано, по истечении срока он должен провести демонтаж за твой счет и привести место надлежащий вид. После этого мы обратно проводим торги, обратно выделяем его. Конструкция заказчика в любом случае есть. В любом случае, Закон. цену пока не выиграешь. Конечно. А у вас сколько конструкций назвали? У вас же все участки под аренду выданы. Да. Вы тоже сидите, когда нарушаете. Какие еще вопросы? Это все. Я слушаю.